Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные темы современного гагаузского общества. Сегодня у нас в гостях находится художник, известный не только в автономии, но и за ее пределами, Владимир Топал, который приехал сегодня к нам для того, чтобы рассказать не только о своей выставке, которая планируется совсем скоро, но и о интересных темах, которые касаются гагаузского языка. Владимир, добрый день! Добрый день. Да, я рада вас видеть в нашей студии. Я знаю, что вы очень заняты, но спасибо, что нашли время и пришли, посетили нашу программу. Я думаю и надеюсь, что нашим зрителям сегодня будет очень интересна наша беседа. Я знаю, что совсем скоро у вас планируется выставка. Вы недавно приехали из Канады, где вы больше времени проводите в течение года, но не забывайте о родной земле и каждый год на какой-то определенный срок приезжаете на свою родную землю в село Казаклия. Что за выставка и как идет подготовка? Подготовка шла целый год. В прошлом году в сентябре я был в Турции. Мы подписали договор с галереей, с хозяйкой галереи, Ибрим Санат галереи. И у меня было целый год для подготовки. Я сразу принял тематику. Тематика была пейзажи Антария. И мы даже назвали выставку Антариядaki Кырсал аланлары. И потихонечку я приносил работы, отправлял работы, без рамок, конечно, отправлял в Турцию. И в Турции мне пришлось найти специалиста, плотника, который специализируется именно с картинами. И я подготовил и рамки, и багеты. Поэтому год подготовки, я понял, что это самое лучшее, когда ты готовишься заранее. В данное время я очень спокоен, потому что все сделано, работа в Турции, оформлены, готовы. Завтра я еду в Стамбул, и тот же день я свои работы привезу в галерею, там уже меня ждут. Они займутся всем оформлением, банкетом. Я фактически освобожден, только буду ждать 13 сентября. И, конечно, я буду заниматься разве что приглашением и, можно так сказать, знакомством с другими художниками. Также я постараюсь посетить другие галереи. То есть у меня время свободное есть. И, конечно, у меня каталог будет печататься. А на данное время печатается. Уже в типографии. Да, уже в типографии в Истамбуле она печатается. Но выставка в Истамбуле пройдет? Да, в Истамбуле. Да, в Истамбуле. Это в азиатской стороне. Улица называется Багдад Джадиси. Я пригласил наших гагаузов, Гагауз Дернии и в Анкаре, и в Истамбуле. Я пригласил послов Канады и посла Молдовы в Турцию. Я пригласил представителей Турецкой православной церкви, и также я пригласил религиозных деятелей Константинопольской церкви, Виктора Капушу, который знает всех, можно так сказать, гагаузскую диаспору именно в Стамбуле. Он мне поможет. Сергей Монастырлы поможет в Анкаре. Короче, многие. Я стараюсь, чтобы все гагаузы в общем, постарались привлечь гагаузов, чтобы они пришли, да, и познакомились, да, и увидели друг друга. Ну и, в принципе, разделили вашу радость на открытии этой выставки. Конечно. Сколько дней будет длиться выставка? Выставка будет с 13 сентября до 2 октября. То есть она будет открыта, доступна, и любой желающий в бесплатном режиме, да, может прийти и насладиться искусством Владимира Топала. Да, есть веб-сайт, там все описано, в какие часы работает галерея. Хорошо. Ну,
я так поняла, что у вас сквозная тема природа Анталии, да, пейзажи. Что именно вы, на что именно акцентировали внимание, на какую деталь? Вы знаете, точно такая выставка у меня недавно была, даже недавно, а в прошлом году в Торонто, и тематика была очень серьезная. У нас в самой Торонто, за Торонто, есть такая абстрактная линия, где начинается зеленая зона. Зеленая зона, то есть в этой зоне строителям не дано разрешение строить дома. То есть там фермеры, и вот фермерство должно оставаться в каком вот порядке они находятся, и как они живут, и вот сама зеленая зона старается, город и люди, которые живут там, стараются не изменить ситуацию. Но в прошлом году премьер-министр, он и нынешний Форд, мне кажется, что-то у них получилось, он договорился со строителем, и одна часть этой земли продалась предприятию, которые как бы дали заявление на строительство домов. Жители Торонто и окрестностей сразу встали, подняли, можно так сказать, вот, сконцентрировали внимание на это, и премьер-министр отказался от плана, они сохранили, да, отказались от этого. И у меня как раз в это время я всегда рисовал в этих местах, и когда я открыл выставку, я сделал именно название «Зеленая зона не для продажи». То есть акцентировали внимание на эту проблему. Да. И я постоянно работал в этих местах. Я знаю фермеров. То есть пейзаж — это вот то, с чем вы постоянно контактируете. Да. И как вы работали с пейзажем Анталии? Да? Вы ехали туда или вам отправляли какие-то фотографии? То есть это же все-таки надо прочувствовать, да, как вы работаете в Торонто, в этой зоне зеленой. Знаете, я люблю пейзажи. Почему я люблю пейзажи? Я как-то получаю удовольствие от этого, большое удовольствие. Это место силы. Наверное, это дает мне какую-то силу, потому что я как бы наедине с природой. И, как говорится, один с природой, и сама местность, и зеленая полоса, пейзажи просто изумительные, особенно осенью. Онтарио превращается в красный, оранжево-красный цвет, намного отличается от нашего Буджака, здесь более такой желтовато-охристый, а там красновато-оранжевый. И да, я люблю рисовать эти места. И я всегда в субботу-воскресенье, у меня холст, у меня этюдник, краски, все готово. Я беру, сажусь в машину, поехал, понравилось место, остановился. То есть вы провели некоторое время и в Анталии, и там тоже в том числе рисовали, да? Нет, это Онтарио, это именно это место, это провинция. За Торонто начинается GTA, это как бы это Great Toronto Area, вот именно вот там и начинается зеленая зона. И вот туда я постоянно еду рисовать. Вот какие эмоции вы хотите вызвать у зрителей, которые будут смотреть на ваши картины? Ну, эмоции у каждого человека индивидуально свои эмоции. Конечно, я когда рисую, я стараюсь не то, что показать как бы красоту, я стараюсь видеть свой мир, свой пейзаж. И, конечно, я стараюсь показать именно саму красоту, которая именно относится к этому месту, к Онтарио. Ну, что больше всего вас вдохновляет, когда вы рисуете пейзажи? Может быть, какая-то деталь, может быть, комплексный какой-то образ. Что вас вдохновляет?
Рисуя пейзажи, у меня же жанров много, но рисуя пейзажи, я больше получаю удовольствие, то есть я успокаиваюсь. Зная прекрасно технику работы, знаю прекрасно теории цвета, для меня рисую пейзажи, разве что я показываю свое мировоззрение, свое восприятие красоты природы. То есть мы можем сказать, что вот работа с пейзажем, да, и работа на природе – это своего рода медитация для вас? Я бы не сказал медитация, нет, совсем другое. Нет? Медитация – это совсем другое, когда человек просто уходит в какую-то в себя. Нет, у меня я контактирую. То есть наоборот заряжаетесь? Я вижу цвета, я вижу красоту, которую я и по-своему показываю. Я не показываю, как кто-то описывает, а именно я показываю по-своему. Поэтому это не медитация, это просто какое-то желание, наверное, показать вот эту красоту, но по-своему, через свой образ, через свой мир. Часто ваши работы бывают связаны с культурой и традициями, да? То есть такие работы у вас тоже есть. Как вы выражаете в искусстве вот эту гагаузскую идентичность? Гагаузская идентичность, наверное, все это идет с моего детства, как я жил в селе, как люди жили, традиции. Конечно же, разговор, семья, улица, все это как бы осталось у меня, да, и вот я когда был уже в Англии и потом переехал в Канаду, вот именно в Канаде у меня в 2003 году создалась, как бы уже родилась вот эта идея показать наш гагаузский фольклор, потому что, мне кажется, я должен был вырасти до этого, осознать и понять, что я буду делать и как я буду делать. Поэтому вот 2003, 2004, 2005, вот эти 3 года вот я сконцентрировался именно на гагаузском фольклоре. И, между прочим, те работы, которые я сделал в то время, многие художники, критики, знакомые, все считают мой такой самый успешный период. Он такой уже, знаете, как прожитый, пережитый и изнутри, из самого детства, наверное, самые какие-то важные моменты, да, у человека всегда ассоциируются с детством. Мне как-то говорили, Владимир говорит, ты вот этот период действительно показал, вот мы чувствуем ту культуру, которую ты показал, там мы видим тебя. И многие так говорят, когда видят вот эти работы. Ну, конечно, для публики это незнакомо, особенно для канадской публики. Это постоянные вопросы. Если я выставляюсь, то это постоянные вопросы. Что я хочу показать, почему я так показал, кто это такие. Ну, постоянные вопросы, потому что то, что незнакомо, для них это вопросы. А наш гагаузский народ, наша культура, конечно, неизвестна была в Канаде. Это маленькая нация. Даже Молдова сама не была известна в Канаде. Но вот мы, художники, поэты, писатели, как-то стараемся продвигать имидж Вот региона. недавно у меня была выставка, посвященная Петру Влаху, это Сусаки. Да. Сусаки довольно-таки успешная выставка, 25 работ я сделал. Как восприняла канадская публика? Вы знаете, давайте, канадская публика, ну, если так посетила где-то 0,01%, конечно, восприняли. Те люди, которые посетили выставку, для них это было что-то необычное. Ну, конечно, очень много опять вопросов, почему именно Сусаки, что ты хочешь этим показать, какой это мир, почему третье, четвертое. Мне приходилось все это объяснять. А большинство посетителей кто были? В основном канадцы. В основном канадцы. Да. Те, которые живут вокруг. Я живу в районе Етобика, да, и очень много
было именно с итогом Торонто большой город, все-таки 3 миллиона. Ну, это очень прекрасно, что вот через искусство вам удается популяризировать гагаузскую культуру в другой стране, где, может быть, даже не знали, не слышали про такую национальность, как гагаузы. 100%. Да. Ну, я думаю, что после этого они вернулись домой и в Google обязательно поискали. Многие, Да. они сразу, спасибо интернету, они сразу смотрят, они Да, пришли, кто такие узнали гагаузы, откуда они сразу, появились. да, конечно. Ну, вот как вы считаете, можно ли через искусство, через живопись сохранить и популяризировать гагаузский язык? Вот, да, насколько художники могут реализовать вот эту задачу? Нет, это я считаю, что это должна быть программа сделанная, должно было быть сделано еще давно, когда вот автономия образовалась при Георгии Табущико, должен был написан план развития гагаузского языка. Этот план должны подготовить специалисты, языковеды наши. И должно было даже какое-то общество должно было создаться, которое бы вот вся вот эта интеллигенция собралась, они бы сделали план, 25-летний план, как, стратегический да, такой. да, как постепенно переходить на гагаузский язык, обучение в школах, в яслях, в училище. Ну, у нас один университет и должен переходить. То есть план и вместе с законом. То есть план и башканлык, и народные собрания, все работают вместе, и вот этой группе людей должны были выделяться определенные финансы, зарплата, потому что самая основная цель автономии – это сохранение именно языка. Через язык мы уже сохраняем нашу культуру. Нету языка, нету и культуры. То есть все-таки вы считаете, что судьба гагаузского языка все-таки за руководителями? За языковедами и руководители, которые помогают языковедам. То есть Они направляют считают, их, да, они их считают, можно так сказать, основными, это фундаментом для развития языка. Не то, что вот у нас было недавно, он главный сейчас зам Башкана, Узун, когда он, выступая, говорил про какие-то склонения, которые надо... Падежи, наверное, да, которые надо убрать с гагаузского языка. Это, вот этот человек должен сначала спрашивать у специалистов и потом разговаривать про гагаузский язык. Но, к сожалению, у нас избирается руководители, у которых душа не болит за гагаузский язык. Это карьеристы, к сожалению. Ну, лично для вас гагаузский язык, что он значит и как он влияет на ваше творчество? Для меня гагаузский язык, я ассоциирую с тем, что я сам гагауз, и я должен знать гагаузский язык. Если я считаю и говорю, что я гагауз, и я не знаю гагаузский язык, то, извините меня, как это так? То вы лже-гагауз, да, получаетесь. Как это можно? Поэтому я в Канаде постоянно общаюсь с собой, для того, чтобы сохранить. Там гагаузов нету уже. Я 20 лет, живя в Канаде, у меня не было такого, чтобы я разговаривал с каким-то человеком на гагаузском языке, поэтому мне приходится говорить с собой, читать новости, книги. У меня очень много книг на гагаузском языке, которые я покупаю. Я каждый год, если я приезжаю в Молдову, то я уезжаю с книгами, которые я беру с Гагаузии. Вот недавно я купил где-то на 1500 лей книг. Ну и, конечно, спрашивается, елки-палки, 35 лет, и у нас до сих пор нету специальной книжной библиотеки, которая должна делаться при Гагаузе, при Башканате. Именно в каждом селе должна быть гагаузский книжный магазин, где каждый житель, и особенно житель, который приезжает в Гагаузию,
он должен покупать, сможет купить литературу на гагаузском. Видите, здесь у нас, конечно, книги печатаются, но в связи с тем, что печатают, например, какие-то госучреждения, они не имеют права их продавать, а частный сектор не печатает книги на гагаузском языке, потому что это сегодня нерентабельно. То есть есть тут такие камни преткновения, которые, к сожалению, влияют на... Вы знаете, гагаузский язык – это не рыночные отношения. Гагаузский язык это должно быть спонсироваться с бюджета Гагаузии на 120%. Не будет этого и не будет гагаузского языка. Не будет и гагаузского народа, к сожалению. А вы думаете, что все-таки спасение гагаузского языка за книгами или все-таки нужно начинать менять мышление людей? Все, нет. Сначала план развития гагаузского языка. Гагаузский язык должен быть узаконен законом. То есть, если в законе Гагаузии написано, что в школах преподается на гагаузском языке и на румынском, так и должно быть. Русский язык будет иностранным языком, то же самое, как и английский, и немецкий. Должно быть узаконено. Это на уровне государства. Да, он должен быть государственным узаконенным. Не то, что в данное время они говорят, мы говорим на гагаузском, а даже школы нету на гагаузском. Это просто, знаете, что это смешно. Это смешно. Я даже не представляю, как... Вот я понял, что вот эти карьеристы, которые у власти, им даже не стыдно, потому что у них не болит душа за гагаузский народ. Для них Гагаузия – это деньги. Вот именно в данное время кто находит. Даже это можно начать из Георгия Табуншика, Формузал, Кройтер, Влах и Гуцул, которые не признают, что она башкан. Вот для них это было деньги, это карьера, это политика. Они абсолютно не были заинтересованы в развитии гагаузского языка. А гагаузский язык – это основа, это фундамент нации. Если мы, гагаузы, не будем вот именно так думать, то грех нам. Мы Скажите, проходим. какие шансы есть, допустим, развивать язык и что-то узаконивать, учитывая нынешние обстоятельства, и нынешние отношения между автономией и центром? Вы знаете, вот мы сейчас, Алла, с тобой говорим на русском, а если бы 30 лет вот этот план был написан, и те дети, которым было по 6 лет, они уже ходили в школу, именно 30 лет назад, и они именно изучали гагаузский язык, и когда изучали и профессию тоже на гагаузском языке, и работали, и открывали предприятия на гагаузском языке, и бакынлык, и все говорили на гагаузском языке, и вклинились бы в программу с молдавским правительством насчет замены названий улиц. И, короче, в данное время мы с тобой говорили бы на гагаузском языке. Но, к сожалению, вот эта русская система обучения, которую продолжил Георгий Табуншик, который продолжил Формузал, Влах, я считаю преступлением. Это преступление. Вот. То, что они сделали, Формузал, Влах, Табуншик, это преступление. То есть они не башканы, они не были башканы. Хорошо, прошло 30 лет, имеем, что имеем, потеряли целое поколение, к сожалению, которое бы могло бы передать дальше своим детям язык. Какое решение сегодня? То есть то, что не произошло 30 лет назад, к сожалению, мы не можем исправить, и мы уже не можем вернуть ту ситуацию, те времена. У нас есть сегодня, здесь и сейчас. У нас есть ситуация, в которой мы оказались, большинство молодых людей не знают языка, максимум понимают, если слышат дома речь. Что мы можем сегодня сделать, вот на ваш взгляд, как человека из области культуры, из области изобразительного искусства? У меня план. Мы должны создать координационный совет, и туда должны войти интеллигенция, и языковеды, интеллигенция, писатели, поэты, и все люди, которые
которые любят и хотят сохранить гагаузский язык. И вот этот координационный совет должен выйти на правительство Молдовы и решить, чтобы в очередные выборы отказаться от демократии на день выборов, вот именно на этот выбор, и избрать башкана, который действительно сможет собрать всех гагаузов. Конечно, он не сможет всех забрать и сделать так, чтобы узаконить гагаузский язык, гагаузский и румынский язык, узаконить здесь, в Гагаузии. Да, многим не понравится, многие уедут из-за этого, те, которые уже ассимилировались и не хотят изучать гагаузский язык. Пожалуйста, у нас демократическая страна, пожалуйста, уезжайте. Но я думаю, вот этот координационный совет должен узаконить такое, если семья уезжает с Гагаузии по причине того, что они не хотят изучать гагаузский язык, то Гагаузия имеет право забрать их в дом. То есть настолько жестко, да? Да, они не хотят жить, они не хотят изучать гагаузский язык, пожалуйста, уезжайте в другие места. Их владение, дом, земля остаются Гагаузии. Вот и все. Вот тогда все изменится. Тогда все заговорят. Вы считаете, что пряником вопрос уже не решить, только кнутом, да? Нет, не кнутом, законом. Закон это не кнут. Извините, это закон есть закон. Да. При помощи закона образуется государство, при помощи закона люди общаются с друг другом. Например, вы сосед, и у вас есть определенный закон, ваши действия и ваши действия на границе. И если этот хозяин захотел что-то, кусочек вашей земли забрать, он не имеет права, потому что есть закон, и эти законы должны работать. Вы немедленно обратитесь в определенные полицию или в какие-то органы, которые сразу поставят этого соседа, который хотел взять кусочек земли, на место. То же самое и в Гагаузии. Если законы будут работать и будет писаться план постепенного перехода. Вот в данное время надо план создать, не надо прямо топором рубить. Именно план создать поочередного перехода к гагаузскому и румынскому языку. У нас государственный язык это гагаузский и румынский, и русский язык это будет иностранным языком. Вот тогда мы сможем сохранить. Вы живете в Канаде, там несколько языков. Как вообще там вот этот процесс происходит? Есть ли какая-то проблема в плане? Никакой проблемы нету. Я еду в Кубек, и вот границу переехал, там уже все говорят на французском. Абсолютно. И переходишь с Кубека в Канаду, там говорят на английском. У нас два языка, и вот у нас тоже сейчас вот эта проблема в Онтарио. В Онтарио большинство говорят на английском. Кубек постоянно говорят, все говорят на французском. Но вот чувствуется, что ты уехал в Кубек. Но они знают язык друг друга? В данное время язык бесплатный, то есть в Онтарио ты можешь бесплатно изучить французский язык. В Кубеке платят даже для того, чтобы изучать французский язык именно в Кубеке. Поэтому насчет языковых проблем там... То есть все знают два языка? Не все, большинство. То есть... в школах преподается и французский, и английский. То есть два языка. Я надеюсь, что, возможно, ваше предложение кто-то услышит, и, может быть, власти придут к этому. Сейчас мы понимаем, что период не для решения таких проблем, да? На мой взгляд, это важные проблемы, но у властей проблема сейчас накануне выборов, другие проблемы. Мы это все прекрасно понимаем. Спасибо вам, Владимир, за то, что вы пришли. Это очень интересно на самом деле. Я тоже считаю, что уже пришло время, когда не стоит быть толерантным, да, а стоит уже принимать конкретные меры, и тогда только есть шанс спасти язык. Все. То есть дошли до той точки, когда уже не надо просить, а надо требовать.
И, к сожалению, ну, дошли до того, что вот через 30 лет мы практически все потеряли. Я знаю прекрасно, что когда эти законы заработают, многие люди уедут, но останутся люди, которые любят гагаузский язык, останутся качественные семьи, которые уважают и считают себя гагаузом. А когда ты считаешь себя гагаузом, пожалуйста, ты знаешь гагаузский язык. И нет такого, как бы нету. Мы живем в гагаузской автономии, и мы живем в Молдавии. То есть мы должны знать румынский язык и гагаузский, и точка. Тут больше никаких там упреков и тому подобное не должно быть. Спасибо, Владимир. Вам хорошей выставки. Надеюсь, что наша гагаузская диаспора не подведет и придут на эту выставку, и вы почувствуете вот этот вот, да, гагаузский вайб, когда рядом стоят соотечественники, люди, которые тоже болеют и ратуют за гагаузскую культуру, гагаузский язык, продвигают там гагаузскую культуру. Ну и вам хороших результатов от этой выставки. Ждем вас уже в следующий раз с результатами, как прошло, что произошло и какие были отзывы. Большое спасибо. Только я хочу дополнить, что в следующем году у меня опять выставка будет в Польше, в Кракове. То же самое в сентябре, и название выставки будет «Гагаузские лица». Поэтому я буду искать гагаузские лица. Супер. И буду рисовать. Супер. Ну, мы надеемся, что будут избраны самые-самые красивые, хотя я считаю, что в Гагаузии нет некрасивых лиц, все по-своему прекрасные. И, ну, вам удачи. Очень приятно, когда у людей неиссякаемая энергия и желание творить и развиваться, и продвигать свою культуру и традиции. Спасибо вам, всего хорошего. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы сегодня говорили с художником из села Казаклия, который большее время года проживает в Канаде, но постоянно приезжает на свою родную землю, не забывает о своей родной земле, о своей культуре, традиции, с Владимиром Топал, с которым мы поговорили не только о выставке, которая планируется буквально скоро, да, в сентябре 13-го в Стамбуле, но и о судьбе гагаузского языка и о некоторых решениях, по его мнению, которые могут спасти и продолжить развитие гагаузского языка и культуры. Спасибо еще раз, что вы сегодня были с нами, и до новых встреч!